В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Понедельник, можно сказать, определил всю прошедшую неделю. Погоду задал парламент Абхазии. На расширенном заседании Аграрного комитета депутаты рассматривали все «за» и «против» предполагаемой добычи нефти в Абхазии. На заседание были приглашены нынешние и бывшие высшие должностные лица, имевшие отношение к подготовке, подписанию и пролонгации соглашений о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов с компаниями «Роснефть» и «Апсны-Ойл». Встреча получилась непростой. Депутаты задавали вопросы, чиновники отчитывались. Ирина Аржба с подробностями. Основной вопрос, волнующий народных избранников, насколько безопасно добывать в Абхазии нефть и есть ли в этом экономическая целесообразность. Как отметил председатель комитета Астамур Тарба, полученные по запросу документы о работе нефтедобывающих компаний в стране не дали исчерпывающих ответов. Именно поэтому в парламент пригласили действующих и бывших руководителей министерств и ведомств, экологов и геологов. Премьер-министр Валерий Бганба был спикером Народного собрания предыдущего созыва и хорошо знаком с результатами работы созданной в то время комиссии по изучению обсуждаемых вопросов. Кстати, комиссия тогда так и не получила конкретных ответов на поставленные вопросы. Касаясь нынешней ситуации, премьер-министр отметил, что правительство страны учитывает интересы государства, но при этом несет ответственность за исполнение договоров, заключенных ранее с нефтедобывающими компаниями. В парламенте 5-го созыва была создана комиссия. Вопрос стоял перед комиссией один – это экологическая безопасность и экономическая целесообразность. К сожалению, работу комиссии мы результат один раз заслушали, насколько я помню. Больше мы не заслушивали работу этой комиссии. В принципе, ответа мы на эти вопросы поставлены не получили. Что касается моей деятельности на посту премьер-министра, должен сказать, что правительство обязано исполнять те договора, которые заключены государством. Естественно, мы этим занимаемся. При этом, конечно, есть служба экологии, которая будет постоянно заниматься мониторингом работы обоих компаний. Я возвращаюсь к первому вопросу, на который вы все-таки не дали ответ. Экономическая целесообразность. Можете более подробно какие-то цифры нам выложить, есть ли они сейчас, чтобы мы имели представление. Вот примерно там объем добычи такой-то, бюджеты разных уровней поступит столько-то. Ну хоть что-то мы, чтобы понимали, можно получить. И объем добычи, и все остальное можем получить только после проведения разведки. Разведку, насколько я знаю, продлили еще на 5 лет. Поэтому сегодня не я и вряд ли сама фирма сможет ответить, какие могут быть там запасы нефти, сколько они смогут добывать в год и какая будет экономическая ситуация. Может быть, вообще добычи не будет, это еще никто не ответил. То есть подтвержденных запасов пока нет. Совершенно верно. Ну так и скажите. Ну я так и ответил вам. Аслан Георгиевич, вы лучше меня должны знать и больше меня, кстати. Не, я лучше вас не должен знать. Должны, учитывая ту должность, которую вы занимали вперед, когда заключался договор, наверное, вы больше меня должны знать, кто в этой фирме, как эта фирма, кто такие. Я знаю то, что знаю, будучи спикером, когда мы создавали эту комиссию, и сегодня, как премьер-министр, вижу договоренности, которые надо исполнять. Руководитель администрации президента Беслан Барцыц подробно рассказал, когда и на каких условиях с компаниями «Роснефть» и «Апсны-Ойл» были заключены договоры. Первое соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики Абхазии и компанией «Роснефть» было подписано в 2009 году. В 2013 распоряжением Кабинета министров предприятию РН «Шельф» Абхазии были предоставлены права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря. Тогда же были подписаны лицензионные соглашения. В 2015 году лицензия была продлена. Вопрос о продлении лицензионных сроков возник вновь в конце 2017 года. Подписанные на тот момент лицензионные условия не были изменены. Необходимость в пролонгации, как отметил Беслан Барцыц, у Роснефти возникла в связи с тем, что парламент прошлого созыва занялся изучением этого вопроса, и нефтяная компания взяла паузу, чтобы дождаться решения Народного собрания, но так и не дождалась. Как подчеркнул Беслан Барцыц, в договорах отсутствует соглашение о разделе продукции, так как это должно регулироваться специальным законом. Такого закона на данный момент в Абхазии нет, и если депутаты его примут, то появится право пересмотра договоров с нефтяными компаниями. Что касается нынешних условий, то по действующему законодательству налоговая ставка на этот вид деятельности варьируется от 15 до 25%. В итоге, после двухчасового обсуждения народные избранники решили создать парламентскую
парламентскую комиссию, которая рассмотрит все аргументы по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Абхазии и примет решение либо по выдвижению моратория на такой вид деятельности, либо обсудит уже новые условия договора. О том, что подписанный с нефтедобывающими компаниями договор необходимо пересмотреть, говорит и общественный деятель, бывший депутат парламента Кан Кварчия. С учетом экологических, экономических и политических рисков, абхазское государство не должно довольствоваться только разовыми платежами от добычи нефти и должно настаивать на разделе продукции. Мы должны уже все вместе, и те, кто первый раз занялся этим вопросом, и кто сегодня этим занимается вопросом, мы должны сесть на уровне законодательства, парламента, кабинета министров, разработать концепцию, вообще видение, новое видение этого вопроса, чтобы максимально извлечь выгоду из этого договора, значит, в данном случае там с ННК и Апсны-Ойл, и в первом случае с Роснефтью, да, потому что отдельно их рассматривать, эти договора, нельзя, потому что эти договора идентичны. Распределение продукции. Вот где наш интерес должно быть государство. Да? Если мы даже абстрагируемся от того, что добывание нефти это все-таки чревато, возможно, экономическими, экологическими и политическими, значит, рисками, то мы должны на самом деле понимать, если мы абстрагируемся от всех этих вопросов, что мы за это должны получать. Просто налоги получить, это не есть правильно. Я считаю, что мы все должны объединиться в этом вопросе. Неважно, левые, правые, оппозиция, власть, кто бы ни был, бывшие президенты, настоящие президенты, все должны в этом вопросе объединиться, как один стать. Вот эта идея будет, может быть, развития будущего Абхазии. Уже в пятницу на очередном заседании сессии Народного собрания депутаты рассмотрели вопрос о создании парламентской комиссии. Постановление представил депутат Алмаз Джапо, в котором были предложены кандидатуры членов комиссии, а также предлагалось приостановить деятельность компании «Апсны-Ойл» до результатов работы комиссии. Некоторые депутаты не согласились с такой трактовкой, и в итоге парламентская комиссия так и не была создана. Прежде всего, как вы видели, стал вопрос о том, стоит ли приостанавливать работу Абхаз-Ойла на время работы комиссии или не стоит приостанавливать работу. И поэтому консенсус не получился. Что комиссия должна быть создана, с этими депутаты все согласны. На самом деле вопрос, почему сегодня происходит в вопросе о нефти, и так серьезно и остро он стоит. Вопрос очень политизирован, мы должны это понимать. В преддверии выборов, да, он будет просто в руках там, людей, избирающихся, манипулятором для того, чтобы там, задавать удобные или неудобные вопросы. И вообще работа комиссии как раз и заключалась в том, чтобы расставить все точки и понять, да, насколько все сделано с точки закона правильно, что имеет от этого государство. Еще раз говорю, в обстановке, когда в преддверии выборов, да, это будет очень сложно делать. И это сказывается и в том числе и на работе депутатского корпуса. Мы хотим создать комиссию не для того, чтобы просто создать и замолчать вопрос, а чтобы комиссия отработала те моменты, которые нас не устраивают. В частности, хочу напомнить, что при выступлении министра экономики на вышеуказанном комитете говорилось, что есть предложение и замечания Министерства экономики, что и где нужно изменить в законодательстве, в договорах, чтобы больше отразить интересы нашего государства. Но мнение Министерства экономики, я считаю, на мой взгляд, это самое, наверное, профильное в этом вопросе. И, на мой взгляд, чтобы работа комиссии была эффективной, нужно привлечь экспертов в сфере экологии и экономики. Наших или независимых экспертов это будут решать члены комиссии, сама комиссия. А сегодня почему не было принято решение? Потому что не было единого понимания в составе комиссии, в сроках работы этой комиссии и над чем будет работать комиссия.
Таким образом, вопрос создания комиссии пока что не решен. В понедельник заседание сессии парламента продолжится, и, возможно, депутаты все же придут к консенсусу. Что касается заявления, сделанного депутатом Алмасом Джапуа в ходе заседания комитета в понедельник, 18 февраля, в котором он обвинил бывшее руководство страны в коррупции, то, как сообщил помощник генерального прокурора Даурамичба, Генеральной прокуратурой Абхазии приняты меры прокурорского реагирования. Проводится доследственная проверка фактов, изложенных в выступлении депутата. Документы, на которые ссылается Джапуа, будут изучены. Есть ли основания для возбуждения уголовного дела, будет ясно по итогам доследственной проверки. Ирина Аршба, Алексей Баструков, Томас Чиковани, Степан Мартиросян для событий недели. На заседании сессии в пятницу 22 февраля депутаты учредили новый праздник и в первом чтении приняли законопроект о новых нормах тонировки стекол автомашин. Другие вопросы были отложены из-за затянувшихся дебатов. Уже на понедельник. Между тем, члены инициативной группы, которые с нетерпением несколько часов ждали итогов заседания, были разочарованы. Сессия сегодня закончена. Сессия сегодня... Пока непонятно, она и не завершилась, и не закончилась. Я сам не могу ответить на этот вопрос, что произошло. А кто может ответить? Не знаю. После вот нынешнего вопроса, последнего, должен был мой вопрос становиться, и я выносил наш вопрос. И более того, то, что позавчера ребята дали вот эту поправку, законопроект, скажем, закон, да, о внесении изменений в Уголовный кодекс, вот он, подписанный мною, сегодня будет регистрирован. Вопросы принятия антикоррупционных законов и предполагаемой добычи нефти в Абхазии находятся на острие общественного интереса. Более того, существует мнение, что обе эти проблемы в некоторой степени взаимосвязаны. Именно эта мысль была озвучена известным художником и общественным деятелем Ильей Цвижба в интервью нашей программе. Вопрос добычи нефти. Рассматривали его на парламентском комитете, и у многих граждан есть свое мнение по этому вопросу. Меня интересует, как вы относитесь к этой проблеме, и считаете ли вы, что добыча нефти – это благо для Абхазии, или же наоборот? Какова ваша точка зрения? Ну, насколько я понимаю, если не в ущерб государства, если экологической катастрофы мы не будем видеть, и если не будет мешать другим структурам, допустим, курорту, да, тогда почему бы нет? Тогда нужно. А кто может дать гарантии того, что все эти условия будут соблюдены? Насколько я понимаю, когда договора заключаются, фирмы, которые берут эту ответственность на себя, они должны, естественно, гарантии дать. Существует экологическая экспертиза. Сначала экологическая экспертиза должна провести ряд процедур. Давайте будем говорить о плюсах и о минусах. Какой ущерб государство будет получать и какой доход будет государство получать, допустим. Да? Все тонкости, может быть, я не знаю, но насколько я знаю, здесь две фирмы. Фирма, насколько я знаю, Роснефть и Апсны Ойл Восточная Абхазия. 8 мая 2014 году было подписано это все. Мы же не знаем, на каких условиях, но факты и документы остались. Исходя из этих документов, мы делаем выводы. Изначально были допущены большие ошибки. Чего мы сегодня опасаемся? Потому что фирма Роснефть – это одна из богатейших, серьезных, солидных фирм нашего стратегического партнера. Она вложила 5 миллиардов, насколько я знаю, для того, чтобы создать, осуществить эту программу. Мы должны тщательно изучить, принять все эти проекты, документы, пропустить через парламент и одобрить всему народу. Если этого не будет, прозрачности, конечно, будут возникать всегда вопросы. Почему так и зачем так? У нас есть опасения. Вы же помните, железная дорога. По сей день мы платим долги. 2 миллиарда 700 миллионов. Половина уже заплачены эти деньги. А вы меня извините, пожалуйста, это пенсии, это зарплаты.
И все сегодня говорят, почему у нас это не появилось, это. Потому что мы платим до сих пор долги. Опять-таки, это бьет по народу, по бюджету. Но сейчас создана комиссия, которая будет как раз разбираться в том, насколько эти договора законны, кому будет отходить выгода, что получит Абхазия в результате осуществления, скажем так, вот этих договоров. Некоторые просто не доверяют тому, что это будет справедливое распределение для народа вот этих вот ресурсов, да? Все ресурсы, которые находятся на территории Абхазии, они принадлежат народу Абхазии. Допустим, давайте реально подумаем, если инвестор вложит и государство не получает, здесь договора опасность состоится в том, что государство ничего абсолютно не имеет. Ноль имеет государство, а фирмы обогащаются. Я не знаю, с каким замыслом были эти договора заключены. Тогда я против, естественно. Но сегодня ситуация сложилась. У нас единственный источник энергии, откуда мы получаем, это Ингургес. Вот вы видите, какие сбои идут, страна не хватает энергии. Тогда надо обогащаться. У нас есть ресурсы. Почему мы не имеем права обогащаться? Если это выгодно государству, выгодно нашему народу, если это экологически безопасно, почему мы не имеем права добывать нефть и газ? Это еще другой источник дохода. Я говорю, если, значит, если выгодно это абхазскому народу, абхазскому государству. Но здесь темная лошадка лежит где-то. Фирма, которая Апсны Ойл в Восточной Абхазии, она вложила 300 миллионов. И непонятен, кто там хозяин, и непонятно, какие гарантии они дают. С кем мы сталкиваемся, не знаем по сей день. Договора, если мы правильно не будут сделаны, нам придется 5 миллиардов 300 миллионов возвращать опять. Значит, мы должны, государство получает доход 5 миллиардов, а мы должны 3 года работать, вся Абхазия за этот фирм. Железная дорога, да. Сейчас нефть, да. В будущем, возможно, еще что-то. Да. Чтобы таких вещей не происходило, что вы предлагаете, какие механизмы должны вот в этих случаях срабатывать здесь у нас в стране? У нас законы есть, но надо еще эти законы развить, надо их. У нас хорошие законы, но мы не исполняем, мы не любим особо исполнять их. Но, допустим, о коррупции закона у нас нету. Сегодня что мешает развитию Абхазии? Мы знаем это все прекрасно. Это есть болезнь, раковая опухоль, которая лежит в абхазском обществе. Это коррупция. Мы воспитывать начали наших детей незаметно коррупционерами. Они начали собственную страну резать вот так пополам. Если мы таким путем пойдем, будущего наших детей не будет. Мы все своруем. Законы нужны. Закон о конвенции, 20 статья для обогащения. Пусть прозрачно все будет. Мы знаем каждого нашего чиновника, имя, фамилия, достойных людей. Пусть покажут, на каких основаниях они обогатились. Пусть это будет прозрачно. Чего бояться? В хороших, нормальных государствах это есть. Если мы это имели бы, такие поступки у нас не было бы. И сегодня мы жили по-другому. Мы должны на другой уровень выйти, более добросовестно строить государство. Если мы этого не будем делать, просто мы потеряем государство. А государство мы не просто так приобрели или кто-то нам подарил. На алтарь этого государства много крови, много ребят положены. Первым долгом мы не должны об этом забывать. Родина у нас одна, другой родины у нас нету. Парламент как законодательный орган, все законы, законопроекты о коррупции, если они в ближайшее время не составят, не выявят, я не знаю, просто у нас будущего не будет. Чем мы остановим эту коррупцию? Мы не можем воспитать. Я еще раз повторяюсь, не хочу политизировать и переходить к личностям. Был и золотой парламент, мы знаем, очень много чего зависит от парламента. Но насколько добросовестно
они это будут делать, это зависит с каждого, кто там сидит. Естественно, да, могут иметь они разные мнения, как люди мы все не одинаковые, но когда речь идет, извините, о безопасности государства, мы должны четко знать, что это все наше общее. И должны не врозь идти, а вместе решать проблемы, которые завтра дают нам безопасность будущего. Будущее наших детей. Парламент должен работать на пользу государства, потому что они народно избранные люди. Пусть для народа делают законы, чтобы народам было легче, а не каким-то отдельным личностям. Я благодарю вас за интервью. Спасибо, что поделились своим мнением. Тему борьбы с коррупцией в нашей стране с точки зрения юридических аспектов проблемы мы продолжим после краткого обзора основных событий уходящей недели. С 20 февраля в Абхазии введены ограничения подачи электроэнергии. Уровень воды в Джварском водохранилище на 21 февраля 2019 года составляет 432 метра и продолжает понижаться. Какие прогнозы по выходу из сложившейся ситуации у руководства республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» и как долго республика будет оставаться без электричества? В интервью нашей программе рассказал генеральный директор Аслан Басария. У нас происходит отключение по территории Республики Абхазия. Это связано с тем, что нам нужно экономить воду в Джварском водохранилище. Для того, чтобы, насколько возможно, облегчить ситуацию с отключениями, было принято решение единовременно отключать электроэнергию на всей территории Абхазии на 3 полных часа. К сожалению, большому, когда происходят такие отключения и при включении последующем по высокой нашей стороне, по магистральным линиям этой же электроэнергии, зачастую бывает так, что на низкой стороне, то есть от больших подстанций до уже потребителей, происходят аварии, потому что оборудование оно условно остывает, и, соответственно, когда под такой серьезной нагрузкой включается все это оборудование, иногда выходят из строя, значит, те или иные электротехнические агрегаты и оборудование. Бесспорно, все эти отключения очень негативно сказываются на нашем населении, но в силу того, что у нас нет другого выхода для того, чтобы пройти зимний период, на сегодняшний день мы продолжаем эти отключения. По цифрам, уровень воды в Джварском водохранилище 432 с лишним метра над уровнем моря сегодня. В сутки при экономии на 3 часа мы приблизительно экономим, если это пересчитать на электроэнергию, порядка 1 200 000 киловатт-часов. Соответственно, так же, как мы и комментировали ранее, конечно же, мы ждем перетока из Российской Федерации для того, чтобы компенсировать те дефициты, которые есть. Находимся в режиме ожидания в этом отношении. И хочется, конечно, обратиться к населению. Бесспорно, мы понимаем, что это очень серьезные неудобства для населения, но тем не менее, если есть возможность максимально экономить электроэнергию, чем больше мы все сэкономим электроэнергии, тем быстрее мы пройдем вот этот вот период так называемых веерных отключений, потому что не все осознают, что условно один утюг потребляет электроэнергию, а если этих утюгов тысячи, да, мы говорим только об утюгах сейчас в данный момент, вы представляете, какое количество электроэнергии экономится? То есть это порядка полумегаватта электроэнергии в мощности. Соответственно, экономия каждого нашего гражданина все равно сказывается на экономии воды в Джварском водохранилище. Как только будет информация по перетоку из Российской Федерации, конечно же, мы прекратим эти веерные отключения, обязательно сообщим через СМИ нашему населению о том, что ситуация на тот момент стабилизировалась. Бесспорно, те или иные ситуации, они связаны в том числе с
природными, скажем так, явлениями. То есть чем теплее у нас на территории Абхазии, тем меньше потребители наши потребляют этой электроэнергии. Это тоже некая экономия. Но параллельно с этим мы в том числе еще зависимы от той погоды, которая ежедневно, значит, в районе Джварского водохранилища, и от изменений этой погоды. То есть в случае, если там будет потепление или будет идти условно дождь, а это горы, то, конечно же, приток воды в водохранилище будет увеличиваться. На сегодняшний день приток 25 кубов в секунду, это достаточно низкий приток. При наших условиях на данный момент, даже с учетом дефицита, если бы приток был бы порядка 50, 60, 70 кубов, конечно, это дало бы нам очень серьезное подспорье. 21 февраля исполнилось 145 лет со дня рождения народного поэта, просветителя, основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. В день рождения поэта почтить память и возложить цветы к его памятнику в Сухуми пришли президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, представители правительства, творческой интеллигенции, общественность, школьники. Роль Дмитрия Гулия в становлении абхазской культуры очень велика. Ему принадлежат труды по истории, языку, этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Основное мероприятие, посвященное дню рождения Дмитрия Гулия, состоялось в его доме-музее. Писатели, поэты, представители руководства страны и почитатели творчества национального поэта собрались, чтобы вспомнить о выдающейся личности Дмитрия Гулия и окунуться в мир науки и литературы. Продолжаем нашу программу. Насколько в нашей стране необходимы новые антикоррупционные законы? Как в этом отношении работают уже имеющиеся нормы? И насколько применим в этом вопросе опыт других стран? Об этом в беседе с известным юристом Тамазом Кецба. Здравствуйте, Тамаз Иванович. Добрый день. Как вы считаете, насколько в Абхазии необходимо вот это принятие 20-й статьи Конвенции ООН о коррупции, о борьбе с коррупцией? Потому что некоторые говорят о том, что у нас в Абхазии есть какие-то законы, которые и так сами по себе ограничивают вот это явление, как коррупция, такое явление, как коррупция. Вот. Что вы думаете, может ли вот эта 20-я статья Конвенции ООН что-то принципиально решить, если она будет принята? Так как вопрос был поставлен и ставится нашими молодыми активистами о ратификации 20-й статьи, мне кажется, что сама по себе одна статья, да и вообще конвенция, если говорить строго по канонам международного публичного права, международные конвенции ООН имеют свою, так сказать, особую процедуру ратификации и последующего исполнения государствами, участниками подписания этой конвенции. Конвенция подписана под эгидой Организации Объединенных Наций, странами, членами Организации Объединенных Наций. И, соответственно, к подписанию и к ратификации этой конвенции допускаются страны-члены Организации Объединенных Наций. Но сама по себе идея, она очень ценна. Я целиком и полностью поддерживаю саму идею. Хочу сказать, что в нашем обществе существует запрос на то, чтобы органы государственной власти приняли какие-то действенные шаги в направлении в борьбе с коррупционными проявлениями, потому что мы все чувствуем, и на уровне экспертных оценок такие оценки существуют, в частности, оценки, скажем, размеров теневой экономики, а все это самым тесным образом переплетено с коррупцией. И мне, конечно, непонятно мнение, высказываемые и слышимые мною отдельными. Но если это говорят обыватели, тогда все понятно. Но мнение людей, которые, значит, являются государственными деятелями или, в общем-то, высокопоставленными должностными лицами, такие экстравагантные такие мнения о том, что, дескать, в Абхазии это не актуально или нет необходимости принимать специальные законы по противодействию коррупции.
Но дело в том, что они именно и ссылаются на то, что в Абхазии есть свой закон о противодействии коррупции, который он не имеет отношения к 20-й статье Конвенции ООН, но якобы те же самые явления они регламентируют. Да? Вот, что вы думаете об этом? Насколько эти законы могут, скажем так, заменить вот эту статью? Любая проблема, и в частности вот проблема борьбы с коррупцией, она требует очень глубокого погружения в тему. Вот если взять саму конвенцию, в преамбуле говорится о озабоченности государств, серьезной озабоченности государств проявлениями коррупции, которая, вот буквально следующие слова говорятся, угрожает стабильности и основам безопасности государства. Обратите внимание, какие выражения используются участниками этой конвенции. Стабильности, то есть спокойствию и нормальному развитию государства, и основам безопасности. Если говорить о тех статьях, которые приводятся, значит, противниками специальных каких-то мер борьбы с коррупцией, такие статьи есть. Но понятие коррупции включает, в отличие от других составов преступлений общеуголовного характера, как, допустим, взятки или дача взятки, она покрывает весь комплекс этих преступлений и требует специальных мер. Во многих государствах, когда государство начинает борьбу или, скажем, в условиях, скажем, изменившихся реалий объявляется борьба с коррупцией, создаются специальные органы. То есть рассчитывать на то, что существующие органы в состоянии эффективно будут противостоять коррупционным проявлениям, не приходится. То есть вы считаете, что необходима еще какая-то структура, которая занимается именно коррупционными делами? Я хочу подчеркнуть еще раз, это не просто я считаю, вот, мне так видится, это опыт многих государств, которые идут по пути создания специального органа и, самое главное, наделения его специальными полномочиями. Специальными, еще раз подчеркиваю. Вот. Именно эти специальные полномочия, если они реализуются в полной мере и под контролем общественности и так далее, можно ожидать, что могут быть результаты. И самое главное, конечно, вот это уже касается постановки вопроса о ратификации там, отдельно взятой статьи. Конечно, нужен целый пакет антикоррупционных законов, которыми будет вооружен этот специальный орган, у которых будет экстратерриториальный, я имею в виду, и экстраведомственный, межведомственный характер, который может заниматься расследованием коррупции и в органах государственной власти, и в правоохранительных, и судебных органах, и так далее, и тому подобное. Тогда я так задам вопрос. Если у нас будет, допустим, создана вот эта структура, то достаточно ли нам будет этого закона, который сейчас есть о противодействии коррупции? Нет, конечно нет. Когда я сказал о том, что существует необходимость принятия целого пакета законов, некоторые законы, кстати, они проговариваются на различных дискуссионных площадках. Это закон о государственной службе. В Российской Федерации разделены закон о государственной публичной службе и о муниципальной службе. В этом есть свой смысл. Потому что там не все равнозначно. Да? Есть законы в Российской Федерации тоже не без труда, и мы с вами имеем возможность судить о том, что в России тоже огромная проблема – это коррупция. Вот. Но там принимаются законы, и не так давно принимались законы о запрете государственным служащим, например, открывать счета в банках иностранных государств. То есть не только законы, которые дозволяют действовать в каких-то пределах, но и прямо запрещающие законы.
Я думаю, в этом есть смысл, потому что мы знаем, что многие наши, многие, не многие, но наши государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, фискальных органов, таких как налоговая служба и прочие фискальные службы, они демонстрируют высокие стандарты жизни, приобретают квартиры в Российской Федерации и дальше, в Европе. Да. Вот я думаю, если будут существовать подобного рода законодательные запреты, тогда этот орган может проводить какие-то действия, в том числе и разыскного характера, да, как это делается во всех странах, когда ищут деньги, которые уводятся в различного рода офшоры, в другие страны. Да. Это и есть специальные полномочия, которыми должен обладать этот орган. Наш закон на противодействие коррупции, какое наказание предусматривает для коррупционера? Есть ли там уголовное? Нет, там нет наказания. Более того, я могу сказать, наш закон, это в основе своей, это калька с российского закона, но, как это часто бывает, выхолощенный даже российский вариант. Там, например, ничего не говорится о таком очень серьезном, о таких коррупционных проявлениях, как конфликт интересов. Это противоречие между частными интересами должностного лица, да, и общественными интересами, и интересами государства, исполнять которые он должен. Сотрудники государственного аппарата имеют бизнес, покрывают его, создают ему благоприятные условия, режим наибольшего благоприятствования, спасают от налоговых проверок. Когда это касается, могу сказать, что это касается не только государственного аппарата, скажем, да, это касается и правоохранительных органов, судебных органов и так далее. Это тотальная проблема, кстати, наших государственных органов, то есть органов власти и государственного аппарата, МВД, суда и так далее, и так далее. Статья «Незаконное обогащение», вот о которой ратуют, да, насколько она важна? Это суть вот этой 20-й статьи. Да, незаконное обогащение, да. Но это часть деятельности, которыми должны заниматься специальные уполномоченные органы, в том числе и по выявлению способов этого незаконного обогащения. Да. И те, кто говорят о том, что это нарушает презумпцию невиновности, это абсолютно ерунда. Никоим образом это не нарушает. Да? Если мы в законе прописываем обязанность государственного служащего отчитываться о своих доходах, то неисполнение этой нормы является нарушением закона. И никакой нарушения презумпции невиновности здесь нет. Ему вменено в обязанности объяснить происхождение своего богатства, доходов и так далее. Если осталось наследство, значит, он должен продемонстрировать, показать соответствующие документы, завещания и так далее. Если это приобретено, то будьте любезны, расскажите, на какие средства, если ваш доход годовой составляет вот такую сумму, а имущество, которое вы приобрели, оно в 5-10 раз превышает это. Откуда деньги, Зин? Есть понятие в законе члены семьи, есть понятие совершеннолетний член семьи и несовершеннолетний. Да? Есть понятие двоюродный родственник. В законодательстве о наследовании все эти родственники первой и второй очереди, они все указаны. Мы можем, я даже думаю, что мы дальше должны пойти. Особенно, допустим, вот я когда, так сказать, включаю воображение, когда думаю о конфликте интересов, да, значит, в Российской Федерации, в некоторых сферах у нас тоже есть некое небольшое продвижение. О чем я говорю? Принимаются такие этические кодексы. Это очень важные документы. Например, у адвокатов есть свои кодексы, но адвокат — это не государственный служащий, это, так сказать, свободные люди свободной профессии. Но у нас принят этический кодекс судьи. В России принят этический кодекс налогового служащего, служащего таможни и так далее. То есть, конечно, не все этические вещи можно кодифицировать и, значит, включить в норму права,
Но в значительной степени этот вопрос может быть решен и таким способом тоже. Но говоря о конфликте интересов, что я хочу сказать? Мы маленькое общество, механическое сравнение с таким государством, как Россия, оно не то что не всегда уместно, чаще всего оно неуместно, у нас совершенно другие условия. И вот представьте себе, когда судья рассматривает дело, когда, скажем, не только его родственник или даже однофамилец. Вы знаете, что в России на однофамильцев не реагируют, если один из участников процесса. А я думаю, что у нас этот вопрос должен быть решен в сторону того, чтобы судья сделал отвод. Потому что мы живем на Кавказе, и здесь свои, так сказать, условия. Более того, мне трудно себе представить, когда происходит, скажем, судебный процесс, и один из участников процесса сосед судьи. Я думаю, судья должен отказаться от такого дела. И вот конфликт интересов предполагает в одном случае, чтобы должностное лицо сам предпринял меры, в случае, если он обнаруживает конфликт интересов. Это первое действие. И второе действие, он должен поставить в курс дела своего вышестоящего начальника о возможных, так сказать, коллизиях в связи с тем, что возник конфликт интересов. Даже если это в законе не предусмотрено прямо, но этот служащий, это можно этическими кодексами, кстати, этот вопрос решать. Этот служащий должен поставить вышестоящего начальника в курс дела и таким образом избежать возникновения этой коллизии. Еще один момент. В Европе очень распространена такая форма, антикоррупционная форма, как ротация, особенно государственных, в первую очередь государственных служащих. Это тоже проверенная временем мера, когда человек длительное время сидит на одном месте, обрастает связями, знакомствами и, как само собой разумеется, там есть какой-то определенный срок? Да, безусловно. Там возникают коррупционные интересы. И вот ротация – это одна из мер. Я не скажу, что она решает все вопросы, но одна из эффективных мер, которая позволяет бороться с этими проявлениями. Я вас уверяю, таких мер очень много, и нам не надо изобретать велосипед. Задам вопрос, может быть, не как юристу, но я знаю, что есть такая категория людей, которые, например, вот отзываются о деятельности вот этой инициативной группы таким образом, что вот они зациклились на этом вопросе, и вот уже ни о чем другом они не могут думать. Вот что вы думаете по этому поводу? Вы правильно сказали, что это не юридический вопрос. Вы знаете, люди моего поколения и старше относятся... Такое впечатление, что мы свыклись с этим явлением. И многие считают, что это неизбежный спутник нашей жизни. Но мне приятно, что люди молодого поколения не хотят жить в такой системе координат. Понимаете? И я надеюсь, что вот эта инициатива и другие инициативы, которые есть в нашей молодежной среде, они найдут свое воплощение. Понимаете? На самом деле есть много примеров, когда государство избавлялись от вот таких вот спутников, порочных спутников своего. И возвращаясь вот к тому, с чего я начал, об обеспокоенности этих государств. На самом деле это явление, оно не просто какой-то отрицательный какой-то спутник нашей повседневной жизни, оно, во-первых, тормозит развитие экономики. И самое главное, оно настолько ослабляет государство, что под угрозой находится основа безопасности ее, понимаете? Безопасность — это ведь не только вооруженная какая-то угроза вооруженного конфликта и так далее. Да? Оно развращает. Наше общество в очень значительной степени криминализованное сознание. И в молодежной среде это очень опасно. Это очень опасно. Я не знаю, как меня, например, обижает и по-человечески оскорбляет, когда нас называют мандариновой республикой. Мне слышится вот этот старый рефрен, когда мы про некоторые государства африканского континента в советское время называли банановыми республиками. Речь ведь не идет о том, что там растут хорошие бананы и вкусные бананы, или у нас мандарины, а о том, что мы квазигосударство, вот чтобы нас не постигла такая судьба. Для этого мы должны проявить
не только это самое понимание, но и готовность решать эти вопросы. Наверняка вот это явление коррупция, как вы сказали, спутник нашей жизни, очень тесно связано с тем, что не исполняются законы. Да, конечно. В отсутствие политической воли и в отсутствие ответственности государственного аппарата и органов государственной власти, не только служащие, но и органы власти должны, даже такой орган коллективный, как парламент, и каждый в отдельности депутат должен обладать и должен осознавать чувство ответственности за принимаемое решение. Это касается всех людей, которые сегодня так или иначе находятся на государственной службе, начиная от президента, кончая сотрудником муниципалитета. Насколько, на ваш взгляд, важно антикоррупционное воспитание здесь у нас детей и молодых людей? Я думаю, это тоже очень важный момент. Я считаю, что вот это как раз и касается, когда молодые люди вырастают и воспринимают это как некую данность, вот как спутник, от которого невозможно избавиться, эта нетерпимость к этому должна быть воспитана именно вот, может, в некоторых странах и в школах преподают эти предметы, в европейских, да? Я думаю, молодой человек должен входить в жизнь уже с нетерпимостью к такого рода проявлениям. К сожалению, у нас пока этого нету. Есть отдельные инициативы каких-то общественных, каких-то групп, организаций и так далее. Но вот такого государственного подхода, к сожалению, пока не наблюдается. И как вы расцениваете перспективы борьбы с коррупцией в нашей стране? Ну, я вообще-то оптимист. Я, несмотря на все сложности, которые мы все ощущаем, видим, я надеюсь, что нам хватит здравого смысла и ответственности, гражданской ответственности, чтобы понять, что без решения этой проблемы мы продвинуться серьезно вперед, продвижение у нас невозможно. Потому что эта проблема, она очень актуальна для нашего государства. Очень актуальна. Благодарю вас за интервью. Спасибо. Всего доброго. А теперь к событиям субботы 23 февраля. В этот день по традиции чествуют воинов-защитников Отечества. Советский праздник – День вооруженных сил и военно-морского флота, который отмечался в СССР 23 февраля, плавно стал праздником всех мужчин и женщин военнослужащих. В Абхазии 23 февраля хоть и не является официально праздничным днем, но с удовольствием отмечается. В России 23 февраля стал официальным праздником – Днем защитника Отечества. Президент Рауль Хаджимба направил поздравления с Днем защитника Отечества президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут службу во многих странах, в том числе и в Абхазии. Россия является надежным гарантом безопасности и свидетельствует о нашем крепком стратегическом партнерстве и сотрудничестве в сфере поддержания мира в регионе, отмечается в частности в поздравлении Рауля Хаджимба. Союз журналистов Абхазии провел торжественный вечер, посвященный Дню работников СМИ республики. На праздничном мероприятии были объявлены победители творческих конкурсов, проведенных Союзом журналистов в 2018 году. Победителям были вручены дипломы и денежные премии. На конкурс было представлено более 50 журналистских работ, в том числе в номинации, посвященной 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а также в номинациях, конкурсы на которые проводились совместно с Нацбанком, ТПП, парламентом и Министерством по репатриации. Отрадно отметить, что среди 5 конкурсов, которые были объявлены, самое активное, массовое такого характера был конкурс, посвященный 25-летию нашей победы. Ну, это и понятно. Мы ожидали такой результат. Более 35 работ разные редакции нашей страны представили свои работы. Но, к большому сожалению, я, насколько помню, в эфире, в радиопередачах, в публикациях разных газет намного шире эти темы были освещены. Но представление работ на конкурс люди проявили определенную, может быть, скромность. Но 35 работ это тоже достаточно для того, чтобы
жюри, которые мы учредили, организовали специально для подведения итогов. Они отметили очень такой хороший уровень многих публикаций. Жюри возглавлял известный абхазский поэт, журналист Терентий Михайлович Чаня. Они очень добросовестно проработали все материалы и предложили свои варианты по определенным номинациям, которые были объявлены. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.